Мне очень нравится песня о герое Айба, ну, она мелодически отличается от многих других песен. Потом конкретно вот эта песня, что я ее включил, она в исполнении государственного ансамбля под руководством Раждена Гумба. Музыкант Алмазхан Марколия много лет изучает абхазскую народную музыку. Пару месяцев назад он решил создать сайт, на котором в разных разделах будут доступны для прослушивания и скачивания аутентичные абхазские песни. В ходе работы народная музыка с виниловых пластинок и аудиокассет была оцифрована и загружена на сайт. Я попытался систематизировать как-то эти песни, потому что жанры разные. К примеру, там героический жанр. Он очень широко представлен в абхазской народной музыке. Мифологические песни, обрядовые песни. Вообще, надо сказать, что песня всегда сопровождала абхазский народ по любому случаю. Да. Идет на войну одна песня, свадьба, другая песня. Значит, таким образом, систематизировав, я сделал разделы в сайте. Эти песни можно скачать, они в свободном доступе. Никаких прав, так сказать, у меня на эти песни, естественно, нету. И надо отдать должное и вообще поблагодарить тех людей, которые вообще зафиксировали изначально эти песни. Работая над проектом, Алмазхан Марколия изучал и специализированную литературу о фольклоре, творчестве, анализировал народные тексты. По мнению музыканта, сегодняшнему поколению известна лишь малая часть народных песен. И я как-то начал наблюдать за этим на разных мероприятиях. Я там смотрю, что люди исполняют в народе, в простом народе. Оказалось, что количество исполняемых народных песен сведены вообще к минимуму. То есть это 2-3 максимум, я не знаю, большего я не слышал. Их количество на самом деле за 100. Оказалось, что в советское время многие молодые исследователи занимались изучением и абхазских народных инструментов, сохранили всю информацию, обмеры провели. Главная цель, которую преследовал Алмазхан Марколия – сохранение народной абхазской музыки. Более того, каждая песня иллюстрирована либо изображением героев произведений, либо авторами и исполнителями. Очевидно одно, что на данном этапе надо просто сохранить эту музыку. О том, как ее дальше развивать, эту народную музыку, это уже вопрос к профессионалам. И я знаю, что сейчас появились новые народные, молодежные хоровые коллективы, и они вот воссоздают песни. Меня это очень радует. Оркестр народных инструментов у нас есть. И я надеюсь, что этот материал им пригодится. Им пригодится, и они им воспользуются. Сейчас идет работа над пополнением сайта. Музыкант планирует дополнить раздел песен диаспоры. Анастасия Никонова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.